Я родилась в городе Вилюйске, и мое детство прошло на берегу реки Вилюй. Я училась там до 7 класса во второй школе и ходила в художественную школу. Закончила художественную школу с отличием, получается, да. Ну и потом семья наша решила переехать в Хангаласский улус, поселок Максагалох. Я там проучилась 1 год. И так как у меня была мечта учиться в Нюрбинском техническом лицее, я мечтала учиться в этой школе с 5 класса, я решила, что мне нужно ехать и поступать. Я так и сделала, и поступила в технический лицей, 3 года там отучилась и закончила вот Нюрбинскую школу, технический лицей. Поэтому в школе я изучала углубленно математику, физику и информатику. А у меня мама работала в школе учителем начальных классов. Вначале я хотела стать учителем. Ну, наверное, многие хотели в детстве быть учителем, но потом я видела, вот это было время перестройки и так далее, всем было тяжело, и я стала думать тогда. Мама мне говорила, может быть, ты выберешь другую профессию, там, более денежную. Но тогда как бы ребенок-то думает совсем по-другому, да. Потом вот я училась в художественной школе, ее закончила, я очень любила рисовать, и я мечтала стать художником свободным, да, профессионально заниматься этим делом, и стать архитектором, да. Ну, вот архитектура, я училась в техническом классе, архитектура, строительство, это все как бы близко, поэтому решено было мне поступить в строительный вуз. Я поступила в Красноярскую архитектурно-строительную академию по специальности строительства. 2 года там отучилась, я училась на отлично, участвовала на различных олимпиадах по математике, по физике. Да, и после 2-го курса по семейным обстоятельствам я перевелась в Якутский государственный университет на строительный факультет по специальности промышленно-гражданское строительство. Ну, активно там общественной работой занималась. Я была активисткой и лидером Нюрбинского землячества среди студентов. Да. Я была председателем совета общежития 67-го. В правкоме я тоже была культмассовым сектором. В общем, студенческая жизнь была у меня очень активная. После окончания университета я пришла на собеседование в окружную администрацию, да, в департамент экономики, в отдел технического надзора, именно вот по сметному делу. Я проверяла сметы, выдавала на это справки, что вот смета проверена и так далее. Но потом я решила, что мне нужно более углубиться, и когда появилась возможность, я перешла в службу эксплуатации городского хозяйства главным специалистом. Ну, самым главным, конечно же, является семья. Мой муж, он тоже, как и я, работает в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, работает в Саха-Энерго. Это мой одногруппник, мой однокурсник Андрей. И у нас 2 детей. Сын заканчивает 4 класс во 2-й школе. Нынче поступил в республиканский лицей-интернат и будет поступать в 5 класс. Дочка вот в этом году будет поступать в школу. Все свободное время я провожу с семьей, да. Дети у меня еще маленькие, но для себя я, когда время уделяю, я могу немножко порисовать. Счастливый человек, мне кажется, увлеченный человек, увлеченный своим делом, своей профессией, своей семьей. Так, я считаю, что я счастливый человек.